Подписывают соглашение о намерениях сотрудничества между правительством Республики Татарстан и акционерным обществом Почта России. Так Татарстан обрел нового инвестпартнера, а компания сделала еще один шаг к внедрению информационных технологий. И займутся этим специалисты университета «Иннополис». Совместные проекты предусматривают и анализ данных, и информационную безопасность, и внедрение искусственного интеллекта. Есть только 6 компаний, которые нас опережают. У нас 42 тысячи отделений в стране. В целом, сегодня особая экономическая зона приобрела 10 новых резидентов и партнеров. Свои проекты они представили Рустаму Минниханову на заседании наблюдательного совета. Направления самые разные – от разработки сервисов для анализа медицинских изображений до центра обработки и хранения данных. Дата-центр будет оказывать услуги, IT-услуги, коллокейшн, облачные услуги в целом клиентам государственного сектора, коммерческим клиентам. С сегодняшнего дня на территории особой экономической зоны работают уже 108 резидентов и партнеров. 10 компаний, которые обоснуются в Иннополисе, привнесут более 30 миллиардов рублей инвестиций. Это самый масштабный объем за всю историю IT-города. От развития особой экономической зоны к созданию Бондовой. Проще говоря, это территория, куда импортные товары поступают без таможенных пошлин. Актуальность ее создания в России показала пандемия. Только за первое полугодие 2020 года российский экспорт вырос в 1,5 раза. Развитие интернет-торговли представляет большой интерес для республики. Сегодня важно оцифровать производимые предприятиями республики продукции и ввести ее на Marketplace. Выводу на экспорт не только крупников, но и представителей малого и среднего бизнеса. И будет способствовать бондовая зона и трансграничная торговля. Первопроходцем стал Татарстан. Обязанности оператора возьмет на себя Почта России. Так импортные товары будут доводить до покупателей не только быстрее, но и дешевле. Здесь необходимо решить на самом деле две задачи. Во-первых, все-таки обеспечить возможности проведения выездных таможенных процедур прямо в бондовой зоне. И самое главное, пока, к сожалению, нерешенная проблема, это возможность возврата товаров из-за рубежа, проданных по каналам электронной торговли, без уплаты импортных пошлин. Мы планируем с 1 ноября этого года стартовать на существующих, имеющихся у нас мощностях с нашими партнерами. Слово «помогать в транспортировке товаров» будут татарстанские КАМАЗы. Сегодня 15 грузовиков передали Почте России. Водители новинку уже оценили. Мягкая, удобная, двигатель мощный. Управляем легкой, как на легковой машине. Пополнился Иннополис не только резидентами, но и новым ивент-холлом. Его строительство началось еще в феврале, и уже сегодня первые гости. Коворкинг, студии, многофункциональный зал. Здесь есть все для работы и для творчества. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, ТНВ, Иннополис. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.